Всем здравствуйте, и снова мы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Триатлоны дайджест, да, то, что мы подводим итоги за неделю в мире триатлона, в мире спорта, все, что связано с байком, с бегом и с плаванием. Ну что, давайте по порядку и начнем наш выпуск с новости с этапа Кубка мира, который прошел в Монреале в эти выходные. Там была очень любопытная и интересная дистанция суперспринт. Непростая гонка, которая состояла из 3 раундов квалификации, 2 раунда, и по итогам 10 сильнейших атлетов, как у мужчин, так и у женщин, проходили в суперфинал, где определяли сильнейшего победителя на этой дистанции. Только 10 гонщиков получали очки в свою копилку. У девушек после Токийской Олимпиады, успев восстановиться, свое мастерство снова представительница Бермуд нам продемонстрировала. Фора Даффи показала лучшее время, ее итоговый результат 23 минуты 7 секунд. Она сумела на 7 секунд опередить представительницу Соединенных Штатов Америки Тейлор Книп. Ну а замкнула тройку призеров еще одна представительница США Тейлор Спифи. У нее время 23 минуты 24 секунды. Нужно отдать должное, американки поначалу лидировали, показывали неплохое время. Очень компактно, скажем так, проехали велоэтап и попробовали даже 2 американки сразу же с первых метров этого суперспринта на беговой части убежать. Но Фора Даффи сначала была на 3-й позиции, немножко отдышавшись, я думаю, осмотревшись, и потом совершила свой фирменный финишный рывок, за счет которого и сумела обойти своих соперниц. За счет этой победы в общем зачете Кубка мира Фора Даффи сумела подняться с 3-й позиции на 1-ю. Представительница Нидерландов, которая возглавляла этот рейтинг, голландка Майя Книгма, опустилась в итоге с 1-й позиции на 3-ю строчку. У нее сейчас в активе 2315 очков. Ну а Тейлор Спифи, которая заняла 3-е место на суперспринте в Монреале, поднялась с 4-й позиции на 2-ю, и в ее активе 2324 балла. Фора Даффи из Бермудов 2791. Потихоньку Фора начинает убегать от своих конкуренток. Ну и мы видим, что после Токийской Олимпиады Фора постоянно держит себя в форме и после золотой медали добавляет еще и победу на Кубке мира. Что касается мужской гонки, там борьба была вплоть до последних метров, и нужно сказать, что в какой-то момент показалось, что придется прибегнуть к фотофинишу. Но в принципе, все получилось более-менее не то чтобы смотрительно, а я бы сказал даже очень качественно и на высоком уровне. Весь пьедестал почета получился французским. Это, наверное, скрасило немножко достижения и неудачи французских атлетов на Токийской Олимпиаде, потому что все-таки бронза в командной гонке — это, наверное, не то, что хотели французы по итогам 3 соревновательных дней на Токийском форуме. Таким образом, победителем этого этапа суперспринта стал Дориан Коникс. У него 22 минуты и 8 секунд. 1 секунду ему проиграл Винсент Луис. И 3 секунды Лео Бержери, также француз. Так что, понимаете, плотность на этом суперспринте была потрясающая. Ну и французы показали, что вот в суперспринте они, конечно же, очень здорово смотрятся. Может быть, за счет этого они здорово смотрелись и в смешанной эстафете. Но опять же, здорово, наверное, мужчины смотрелись. Вот про девушек такое не скажешь. Что говорит нам общий зачет? Общий зачет нам говорит, что там практически без изменений осталось. 3-я позиция у Мартина Варрая, бельгийца, 2438 очков. 2-е место Кристиан Блюменфельд, 2677 очков. И Алекс И, 2716. В принципе, в мировом рейтинге изменений особых не было. А вот что касается самой гонки, то она получилась очень яркой, зрелищной, динамичной. В принципе, как и любой спринтерский или суперспринтерский этап. После этапов Кубка мира переходим к Ironman'у. В эти выходные завершилось два чемпионата Европы. Почему 2? Да потому что теперь с этого сезона мужчины и женщины соревнуются отдельно. У женщин гонку проходила в Финляндии, и победительницей этой дистанции длинной в Европе стала теперь представительница Германии Лаура Филипп. Ее время 8 часов 38 минут и 29 секунд. Нужно сказать, что Лаура вместе с 2 партнершами
по этой гонке проплыла плавательный сегмент, но затем свой основной задел она сделала уже на велоэтапе. Свой беговой этап она прошла также великолепно, но при этом нужно сказать, что 2 часа 52 минуты, которые у нее ушли на марафон, ей позволил в гордом одиночестве финишировать в этой гонке. Серебро досталось Джесси Маккелли. Из Соединенных Штатов Америки она 8 часов 59 минут потратила на эту дистанцию. Ну а бронза представительница Швейцарии Имо Симмонс 9 часов 2 минуты. Гонка, в принципе, проходила в непростых, тяжелых погодных условиях. Дождь присутствовал, было немножко холодновато, но я думаю, что ни одна участница никогда не пожалуется на такие условия. Что касается мужчин, то у мужчин чемпионат Европы проходил в Германии, во Франкфурте. Гонка получилась зрелищной. Нужно сказать, что на протяжении всей этой длинной дистанции победитель был неясен до последних километров. Свой окончательный финишный рывок победитель Патрик Нильсен сделал на 38-м километре. До этого ему пришлось отыгрывать порядка 8 минут на каждом практически километре. Неплохо проплыв, очень здорово проехав, но при этом раз за разом он уступал своему сопернику, датскому гонщику Кристиану Хагену. Хаген очень здорово смотрелся на первом и на втором этапе, но вот на беговой дистанции уже с каждым километром, с каждым, наверное, метром потихоньку отдавал то преимущество, которое заработал по итогам 2 транзиток. 8,5 минут. В принципе, казалось, что это можно додержать, добежать, донести до финиша. Но не тут-то было. Представитель Швеции Патрик Нильсен сначала на 10-м километре отыграл и сократил отставание до 5,5 минут, плюс потом на полумарафоне на этой следующей дистанции сократил отставание до 3,5, и вот так потихоньку приближался. Нильсен сумел в итоге на 38-м километре сначала догнать датчанина, а потом уже сделать свой фирменный финишный рывок. Возможно, таковым рывком можно будет понаблюдать и на следующих стартах шведского гонщика. Третьим стал представитель Британии Дэвид Макнейм. У него 8 часов 2 минуты ушло. Ну а победитель сумел уложиться из 8 часов 7 часов 58 минут 21 секунда. Я думаю, что это потрясающий результат. Результат, который, наверное, его, ну, скажем так, делает одним из фаворитов гонки, которая пройдет в Коне, да, в финал. Нужно отметить, что Иван Тутукин, который представляет Казахстан, также принимал участие в этой гонке. Он сумел финишировать 9-м. 28 августа в Шамарине, что в Словакии, пройдет Кубок Коллинза. Очень любопытное мероприятие для триатлона, в котором состязаться будут не спортсмены, а, наверное, сборные. Но сборные будут необычные. Это будут сборные континентов. Сборная США, сборная Европы и сборная мира. В каждой команде будет по 12 человек. 6 мужчин и 6 женщин. Состязаться они будут в формате, скажем так, 1 на 1, и с каждой команды будет представлен по одному человеку. И вот друг против друга 3 человека, фактически, которые в каждом раунде будут представлены, будут выходить на дистанцию друг против друга. Протяженность гонки для каждого атлета будет 100 километров, и вот по итогам будут отбираться 8. Соответственно, 4 мужчины, 4 женщины в каждой сборной, и будут начисляться очки. Формат необычный, формат интересный. Подобный формат проходит в легкой атлетике, где соревнуются также сборные Европы, сборные Африки, сборные остального мира. И этот формат очень любопытен, особенно когда начисляются очки, и все непонятно вплоть до самого последнего этапа. Поэтому представители сборной США, Европы и сборной мира поборются не только за очки для себя, для своей страны и будут определять лучших триатлетов, да, на каждом континенте, но и за весомый призовой фонд 1,5 миллиона. Я думаю, что это хорошая надбавка каждому атлету, каждому, кто будет выкладываться 28 августа в этой гонке. Подробнее поговорим о нем в следующих наших выпусках, подведем итоги, посмотрим, чем эта гонка заполнилась. К
новостям велоспорта. Давайте поподробнее остановимся на этом виде спорта, тем более, что есть о чем поговорить. Vuelta, испанская многодневка, известная испанская многодневка, стартовала в эти выходные. Стартовала она небольшим прологом протяженностью 7 километров, но, наверное, не на этом будем акцентировать внимание. 21 этап, 3 недели потрясающей сложной гонки с обилием горных этапов, но я, наверное, бы сказал, что круче Vuelta, ну, если по брендам, то, наверное, Tour de France. А если по горам, то, конечно же, Giro d'Italia. Но тут, как говорится, любители вкусного сами себе определят, что им по нраву. Франция, Италия, либо же Испания. Но в любом случае велоспорт сейчас приковывает отдельное внимание каждого, возможно, даже и триатлета. Что любопытного ждать? Ну, во-первых, сумеет ли в третий раз подряд Роглич доехать в красной майке в Мадриде? Это тоже любопытно, потому что дуэль там ожидается нешуточная. Кто ему будет составлять конкуренцию? Наверное, его прежние, скажем так, товарищи в кавычках, конкуренты по другим командам, но возможно, может быть, на этой Vuelta Александр Власов из Астана Премьер-Тех может составить ему конкуренцию, тем более, что Александр сейчас получил большой wildcard от руководства команды и 4 секунды проигрывая в общем зачете генерале лидером. Я думаю, что это, наверное, один из теневых гонщиков, который способен Рогличу навязать борьбу. Да, у Власова не получилось на Олимпиаде, но что получилось у того же Роглича на Олимпийских играх? Я думаю, что за исключением разделки вспомнить-то, наверное, и нечего. Наверное, есть представители других коллективов, в частности, можно отметить, наверное, Movistar, можно ответить Quick Step. Это те коллективы, которые способны побороться не только за отдельно взятые этапы, но и, в принципе, может быть, за какие-то генерали, да, либо же майку Горохову, либо же за майку молодого гонщика. В общем, любопытно. 8 этапов позади, первая неделя проходит и подходит к своему логическому завершению, и, соответственно, на итогах первой недели мы можем увидеть горные этапы. Вот это будет самое интересное. Ну и, конечно же, многие гонщики сейчас с нетерпением ждут понедельника, потому что понедельник — это день отдыха. Пока из таких значимых результатов можно выделить, что Роглич сейчас делит первую строчку с Кортом Нильсоном. У них общее время, но Александр Власов, представляющий Астана Премьер-Тех, в общем генерале сейчас расположился на 4-й строчке, уступая 4 секунды. О других новостях Vuelta мы будем говорить в каждом нашем дайджесте, вплоть до Мадрида и финиша именно на главной площади. На этом все. Итоги недели мы подвели вот таким, скажем так, необычным образом. Триатлон Дайджест каждую неделю. Смотрите, не пропускайте наши выпуски. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Казахстанской Федерации Триатлона, ставить лайки, дизлайки и, конечно же, комментировать. Комментируйте, пишите ваши пожелания, что бы вы хотели увидеть в этих дневниках по итогам недели. До новых встреч, болейте на здоровье!